В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 16 ноября. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Транспортная доступность. Владимир Путин поручил подготовить вариант сообщения круглый год на 3 федеральных трассах в Якутии. По всем современным стандартам новый детский сад построили в Намском районе на подходе из здания школы. В ожидании крупных открытий ученые исследуют останки мелких грызунов, найденных в вечной мерзлоте Якутии. Свой профессиональный праздник отмечают рукодельницы. Мастерица поделится способом создания эксклюзивных новогодних елочных игрушек. Отбор на игры «Дети Азии» в Нерюнгри вернулись спортсмены с первенства республики по легкой атлетике среди школьников. Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть организацию круглогодичного транспортного сообщения на федеральных трассах Лена, Вилюй и Колыма. Министерство должно отчитаться до конца июня 22 и 23 годов. Автодорога Лена проходит через Тынду, Нерюнгри и Алдан, является важнейшей транспортной артерией между Амурской областью и Якутией. Трасса Колыма – единственная дорога, соединяющая восточную часть республики, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. А федеральная дорога Вилюй должна соединить Иркутскую область и Якутию. Также вилюйские проложат асфальт протяженностью более 6 километров. Напомним, в 2019-м 2 улицы города вошли в состав федеральной трассы Вилюй. Сейчас проект проходит госэкспертизу. В настоящее время управление дорог Вилюй ведет работу с владельцами инженерных коммуникаций, размещенных в границах полос отвода трассы федерального значения. Сами понимаем, что это населенный пункт, поэтому были сложности и с изысканиями, да, и с местом нахождением, и с наличием владельцев коммуникаций. Если это населенный пункт, это сразу возникают сложности. Пересечение, значит, это и обустройство, это как-то нам надо все элементы дороги, будь то тротуары, трубы, освещение, нам надо как-то увязать с имеющимися сетями. Где-то определить место, где-то установить. Вот в этом сложность есть в населенном пункте. Кроме того, завтра разрешат движение транспорта по сезонной автомобильной дороге из Светлого в Сюльдюкар. Постановление об этом уже подписано в администрации Мирнинского района. Напомню, ледовая переправа проходит по реке Вилюй. А в Якутске завтра утром запустят движение автобусов маршрута номер 6 по окружному шоссе. Завершают капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отмечу, что по 6-му маршруту предусмотрено 17 автобусных остановок. Из них на 3 ранее существовавших провели реконструкцию. Новые остановки установили на переулке Базовой и Автоярмарке. Запуск других маршрутов в этом направлении пока не планируют. Для этого необходимо изучить пассажиропоток. Напомню, после капремонта шоссе протяженностью 4 километра 200 метров стало 4-полосным. Проложили вдоль улицы велосипедную дорожку и новые тротуары. К началу следующего года должны достроить школу в селе Хамагата, завершить строительство школы на 220 мест с наименьшим отставанием по срокам. Такое поручение во время рабочей поездки в Намский район дал Айсен Николаев. Глава отметил, Минстрой Якутии должен привлечь дополнительные ресурсы. Сейчас учреждение располагается в старом одноэтажном здании. Новое должны были возвести к концу текущего года. Но из-за проблем подрядчика со стройматериалами и рабочими сроки сдвигают. Готовность объекта 75%. Осталось завершить монтаж кровли, утеплить здание. Школа состоит из 3 блоков, учебные кабинеты, спортзал, а также интернат на 50 мест. Здесь у нас строится по национальному проекту образования каменная школа. Тоже объект большой. Вместе с тем, конечно, темпы строительства отстают от тех темпов, которые здесь были, например, в детском саде. И я поручил, чтобы в обязательном порядке на это обратило внимание и Министерство строительства, и служба государственного заказчика, чтобы, безусловно, в сроки качественно объект был достроен и сдан, и чтобы в Хамагате одновременно появился и детский сад, и появилась современная красивая каменная школа. Кроме того, снята проблема с местами в детском саду села Крест-Кытыл Намского района. Сегодня там открыли новое дошкольное учреждение, которое в начале следующего года примет воспитанников. Рассчитано здание на 240 мест. Обо всем подробнее Мадина Халикова.
Чуть больше года прошло с момента, как подрядчики забили первую сваю, и вот большой просторный детский сад совсем скоро наполнится детским смехом и приятной суетой. Объект полностью завершен. Здесь 12 групп, в том числе и 2 ясельные, музыкальный спортивный зал и пищеблок, медкабинет. Здание оборудовано пандусами, а территория вокруг позволяет летом играть и полноценно заниматься спортом. Все население, общественность, дети, педагоги, родители, весь Намский улус мы ждали больше 30 лет. Так как мы сейчас находимся в деревянном здании, где нет ни благоустройства, ни современной детской площадки. Сюда переселяемся, вот в это новое каменное трехэтажное здание, в котором будут приспособлены и музыкальный зал, и физкультурный зал. Есть кабинет психолога, логопеда, есть методический кабинет. В селе проблема с садами стояла остро, ведь старые деревянные здания были в аварийном состоянии. Теперь детей переведут в новые учреждения. Работать в этом детском саду будут более 80 сотрудников. Для них тоже созданы все условия. Ветераны вспоминают, какими были объекты ранее, а также желают коллективам успехов на новом месте. В детском саду работала 42 года, воспитателем работала, потом педагогом, психологом работала. Ну, это пожелаем нашим девушкам, которые работают, желаю успеха в дальнейшем. Пусть дети нашего хаматинского наследия гордились своим детским садом, они берегли вот такую хорошую здание. Пусть они работают успешно. Проверить, как со своей задачей справились подрядчики, приехал глава республики Айсан Николаев. Он отметил, крайне важно, что такие объекты возводят не только в крупных городах, но и маленьких селах. Теперь этот детский сад полностью закрывает потребность в местах для дошкольников в Крест-Кытыле. Я вообще, вот когда бываю в наших современных детских садах, я всегда рад за наших детей, которые уже вот с дошкольного возраста приобщаются не только к занятиям спортом, искусством, но они уже, например, сейчас уже здесь будут уже иметь свой компьютерный класс, имеют абсолютно такое современное обслуживание, новые методики образования. И, конечно, я уверен, что благодаря этому новое поколение якутян будет еще более развитым, более современным. И, конечно же, я рад, что в этом детском саде, как и во множестве других детских садов Якутии, всегда сохраняется наша культура. Построили объект в рамках реализации нацпроекта «Демография». Средства выделили из бюджетов всех уровней – федерального, республиканского и муниципального. Это более 380 миллионов рублей. Соответствует детсад всем современным стандартам. Надо сказать, что федеральный государственный стандарт дошкольного образования, и в том числе реализуя программы именно маленьких детей от 1,5 до 3 лет, это свои особенности. Они не только там стулья, столы, да, кроватки другие. Подход и содержание вообще в воспитательной работе таких садов – это другое. Поэтому здесь полностью будут оснащены не только оборудованием, но и кадрами. Детский сад обеспечен. Образовательная программа будет меняться, она совершенно другая будет. Создание среды для маленьких детей – это особые условия. Сейчас осталось только оформить всю техническую документацию. Заработает детский сад в начале следующего года. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Крест-Кытыл, Намский район. В Алекминском районе тоже завершается строительство детского сада по нацпроекту «Демография». Подробности в следующем сюжете. Алекминский подходит к завершающему этапу строительства детского сада на 240 мест. На эти дни выполняются внутренние отделочные работы. Заканчивается внутренняя отделка помещений поэтажная. Начинается сборка мебели и расстановка ее согласно плана. Дней 15, я думаю, мы закончим этот. Да. За короткий период проделан значительный объем. К слову, этот детский садик обещает быть самым современным в плане оснащения и укомплектования. В каждой группе будет шкафы 5-секционные для, как сказать, для сушки одежды. К ней подходит вентиляция. И вентиляцию я в первый раз такую видел вообще. Очень серьезная система вентиляции. Во всем здании? Да. Приточная, вытяжная. Вот это я видел впервые.
Просторные группы, кабинеты. Под каждую службу специально предназначенное место. Все в соответствии с самыми современными стандартами. Это строительство ведется по национальному проекту «Демография». Работы практически уже завершены. Вообще планируется завершение строительства в середине декабря. Но, по-моему, подрядчик-покомонтажник готов досрочно сдать этот объект. По-моему, на месяц раньше срока хотят. А ребятню порадуют, кроме всего этого, и уличные площадки. Каждой группе свое место. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Продолжается работа по информационной защите детей от киберпреступлений. Напомним, цикл от негативной информации в регионе стартовал в 2019 году. За это время Мининноваций выпустила немало информационных видеороликов, а в учебных заведениях проводили профилактические беседы. Сегодня на круглом столе по итогам прошедших лет вновь обсудили действующие меры безопасности от киберпреступников, наметили планы работы на ближайшие годы. К сожалению, в связи с развитием информационного пространства статистика по киберпреступлениям неуклонно растет. Пришло время усилить работу с населением. У нас тенденция развития информационных технологий идет очень быстрыми шагами, и некоторые, конечно, не успевают. В связи с этим возникают новые технологии по киберпреступлениям, а люди не знают этого. То есть они не информированы. Статистика очень плохая. То есть ежегодно у нас повышается уровень киберпреступлений вообще в целом по России, также по республике. Раскрываемость при этом не увеличивается, то есть остается на том же уровне, а киберпреступлений еще больше становится. Мы, как Министерство инноваций, занимаемся единой политикой по информационной безопасности в республике, защищаем информационные ресурсы республики. Также мы проводим просветительскую работу. Проводим круглые столы, общаемся с людьми, населению, освещаем в СМИ. Вот такую работу мы ведем. Далее к эпидобстановке. 283 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Якутии, из них 135 в Якутске. В Алданском районе 16 случаев заболевания, в Нерюнгринском 15, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах по 14, в Хангаласском 13, в Амгинском и Ленском по 9 заболевших, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 8 заражений. Еще в 10 районах республики фиксируют от 1 до 8 случаев заражения ковидом. Ситуация с коронавирусом в Ленском районе остается напряженной, тяжелых больных стало меньше, но все равно достаточно много. Радует, что нет пациентов на искусственной вентиляции легких, однако реанимация полностью заполнена. Светлана Балеева продолжит. В инфекционном отделении сегодня проходит лечение 57 пациентов, 19 человек в реанимации, 115 лечатся дома. У нас за вчерашний день было 47 вызовов. Только вызовов. Это плюс у каждого доктора еще порядка 40-50 человек на приеме, плюс наблюдение за теми пациентами, которые уже болеют и лечатся на дому. Случаи COVID-19 неделю назад были зафиксированы в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там заболели коронавирусом 15 постояльцев. 4 из них попали в больницу, 1 скончался. Сегодня ситуация в доме престарелых улучшилась. Все заболевшие переносят ковид в легкой форме. Те, что попали в инфекционное отделение, тоже пошли на поправку и выписываются из учреждения. Такое благоприятное течение заболевания пожилых постояльцев дома и пансионата стало возможным благодаря проведенной вакцинации. Новых случаев заболевания в доме престарелых и инвалидов больше не выявлено. Вакцинация в районе продолжается полным ходом. Темпы увеличились. Если брать, то у нас от взрослого населения на сегодняшний день привито 60%. А до достижения плана нам не хватает еще 5227 человек. Роспотребнадзор подвел итог прошедшей нерабочей недели. Она пошла на пользу. Заболеваемость снизилась. Пневмонии стало меньше. Не превышены показатели и по сезонной простуде. У нас же на сегодняшний день уже выработана система, сама по себе. То есть утренние фильтры, термометрия, отстранение от работы, если человек не вакцинирован и так далее. То есть все эти меры, они будут сохраняться. На одном из оперштабов зашла речь о кислороде, который необходим тяжелым пациентам. Жумарт Абельманов сообщил, что за счет средств районного бюджета кислородная установка в ближайшее время будет закуплена. Она сможет изготавливать по 60 баллонов кислорода в сутки. С ее появлением в Ленском районе должна решиться проблема нехватки кислорода. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Отделение МРТ Национального центра медицины отмечает 25 лет со дня открытия. Благодаря заслуженному врачу Владимиру Баранову в 1996 году в Якутске заработал первый в республике магнитно-резонансный томограф. Отметим, что МРТ – самый надежный и эффективный метод диагностики, при этом не имеет лучевой нагрузки. МРТ-исследование помогает находить заболевания головного мозга, органов брюшной полости, малого таза, костно-мышечной системы. МРТ – последняя инстанция среди диагностических методов. Если вот мы вначале работали на маломощных аппаратах, то сейчас, конечно, аппараты очень мощные, современные, с хорошим программным обеспечением. И эти программные обеспечения, значит, обновляются каждый год, и мы проходим обучение. Все наши врачи прошли стажировки в ведущих центрах России и за границей. Ученые крупных научных центров России берут пробы тканей доисторических животных, найденных в регионе. Мероприятие проходит в рамках международного научного семинара «Четвертичная палеонтология и палеология Якутии». Дмитрий Тымыров подробнее. В рамках научного семинара памяти Петра Алексеевича начаты работы по отбору проб на наличие палеовирусов, палеомикробиоты из образцов мелких млекопитающих, которые были привезены в этом году с бассейна средней течения реки Колыма. Это скопление грызунов, погибли в позднем плейстоцене, аккумулировались в одном месте, и таким брикетом они были обнаружены в мерзлоте, привезены. Сейчас они оттаивают, и позже мы начнем отбирать пробы. Действительно, поскольку грызуны считаются переносчиками самых разных инфекций, особое внимание ученые-медики будут уделять мягким тканям и остаткам пищи в их желудочно-кишечном тракте. Снятие проб из этих доисторических мышей является важным событием для ученых-вирусологов. Общий биологический вопрос, который стоит перед нами, который заключается в изучении эволюции бактерий различных видов, в том числе эволюции тех бактерий, которые могут вызывать заболевания, инфекционные заболевания у человека и животных. И вот древние бактерии, которые обнаруживаются в ископаемых животных, в мерзлых мумиях ископаемых животных, это уникальная возможность сравнить древний генетический материал с современным и на основании этого сравнения получить информацию, уникальнейшую информацию о том, какими путями шла эволюция бактерий. К слову, хочется отметить, что это не первая работа по изъятию биологических проб из сохранившихся останков доисторических животных. Работа в этом направлении началась еще в феврале этого года. И за это время ученые-медики собрали уже более 100 образцов мамонтовой фауны. Сегодняшний отбор проб, который является уже третьим, на данный момент мы отобрали около 150 образцов различных от представителей фауны, потом различные почвенные образцы, энтомофауны, экскременты и прочее. Ранее таких фронтальных проверок, вернее выборок проб у нас не было. И исследования такого рода, они действительно в таком масштабе проводятся впервые. Результаты этих исследований станут известны в течение следующего года. Работа семинара завершается, а сотрудничество с Северо-Восточного федерального университета и научного центра «Вектор» Института экспериментальной медицины имени Мечникова в самом начале пути. Впереди у них много совместных планов и открытий. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. 95 лет исполнилось старейшему литературному журналу «Чолбон». В Якутске открылась выставка, представлены архивные номера разных лет, личные вещи и фотографии известных писателей и журналистов республики. Первый выпуск журнала был напечатан в 1926 году. Тогда его главным редактором был один из основателей якутской литературы, анимпадист Сафронов Лампа. Выставка будет работать до февраля. Сегодня у нас одно из юбилейных мероприятий в этом здании. Мы собрали здесь лучшие экспонаты. Здесь в оригинале у нас находятся документы. Очень много уникальных экспонатов, которые есть у нас, сохранились в редакции.
Вехи истории редакции журнала, они совпадают с вехами истории самой республики. Это очень знаковые мероприятия. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают рукодельницы, мастера и мастерицы. Надежда Заболоцкая год назад вошла в ряды мастеров и сегодня поделится способом создания эксклюзивных новогодних елочных игрушек. Наводящие уют хозяюшки уже пересматривают новогодний декор дома. А витрины и прилавки магазинов засияли блеском елочных игрушек и новогодних подарков. Впрочем, суету и беготню по магазинам во время пандемии вполне можно заменить вечерами рукоделия в семейном кругу. Ведь подарки и украшения, сделанные своими руками, особенно ценны. Мы сейчас будем делать гипсовые елочные игрушки. Сперва нужно будет сделать раствор. Для этого мы берем 150 мл воды и добавляем туда 200 грамм гипса. То есть для создания смеси нам нужна только вода и гипс? Да. Тут надо помнить, что гипса всегда должно быть больше. Соотношение примерно 0,7 и 1. И добавляем гипс в воду, а не наоборот. Самое главное в творчестве – фантазия и желание. А если, допустим, ты даже не умеешь рисовать, всегда есть такие подручные вспомогательные средства. В нашем случае трафарет. Да? Мы можем выбрать, например, вот такой кружочек, елочная игрушка, приложить сюда трафарет и нанести рисунок. Материал Надежда выбрала не случайно. Гипс можно мыть, покрывать любой краской. Он принимает какую угодно форму, что позволяет творцу реализовать даже самую смелую задумку. Надежда по профессии филолог, а также инженер-строитель. А свою творческую деятельность начала год назад, создав вначале декоративные кирпичи из того же гипса. Я увидела декоративный кирпич, и он мне очень понравился. Мне вот прям сразу мысль возникла, как это можно сделать самой. И все, и я изучила все, нашла материалы, научилась и начала этим заниматься плотно. Поступили заказы, я открыла страничку в Инстаграме БрикЕКТ и очень-очень хорошо работала. Но между тем эта работа физически сложная, и у меня не оказалось в дальнейшем помещения подходящего. Потихонечку меня привлекли больше вот декоративные изделия, кашпо, вазы, украшения для дома. Девиз Надежды – успех – это 1% таланта и 99% труда. Мастерица считает, что творить может абсолютно каждый. Главное – желание и практика. Если есть желание, можно научиться любой деятельности, любому. Это затягивает, ты растворяешься в процессе. И мне это дает очень много. Как и расслабление, так и чувство радости, так и доход какой-никакой, да. Поэтому всем советую заниматься творчеством. В Якутии подобное творчество развивается очень быстро. Каждый год появляются все новые хендмейд-бренды. И это совсем не удивительно, ведь культура и традиции Саха и народов Севера напрямую связаны с традиционными ремеслами. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Тем временем в Ленске устанавливают новогоднюю ель. Конструкция набирает высоту. Жители от скорой подготовки к Новому году довольны. Наши коллеги расскажут, как в городе создают праздничное настроение. Мы находимся на городской площади. Здесь начали устанавливать новогоднюю ель. За выходные рабочие поставили железный каркас зеленого цвета и бетонные блоки. Это основание примерно в половину роста главного украшения. Высота новогодней ели составит 16 метров. Мимо проходят школьники. Ребята оглядываются на будущую красавицу, подмечают скорое наступление Нового года. Власти города медлить не стали. Начали готовиться к празднику за месяц. На площади установлены световые конструкции. А вот горожане достают новогодние украшения во второй половине декабря. 16-17 на выходных уже ставим. Да я бы не сказала, что я вообще ее ставлю. Но какая-то маленькая елочка у меня есть. Но это числа 20 декабря. Как правило, это вторая половина декабря для поднятия настроения перед Новым годом. Хорошо, что в нашем городе это делают заранее, заблаговременно.
В завершение о спорте в Нерюнгри вернулись спортсмены с первенства республики по легкой атлетике среди школьников. Это был первый этап отбора в сборную команду Якутии на международные спортивные игры «Дети Азии». О результатах в материале Екатерины Павловой. Легкая атлетика – один из самых любимых видов спорта нерюнгринских школьников. Количество детей, желающих научиться профессионально бегать, прыгать, метать и толкать, год от года не снижается. У меня с 1 класса по 11 класс дети тренируются. Детей много очень. Учатся дети в разных сменах, веерное расписание. И вот приходится выкручиваться. До обеда утром у нас проходит тренировка для второй смены, которые учатся во второй смене. А после обеда уже с 2:30 до 8 вечера тренировки идут по возрастам. На прошлой неделе Сергей Докторов повез на первенство Якутии 9 своих воспитанников. Итог – 16 медалей, из них 4 первых места. Чемпионкой стала и Елизавета Цегольник, которая начала заниматься легкой атлетикой с прошлого года. Первые же соревнования ознаменовались у Лизы сразу большой победой. Я бегала 400 метров, пробежала за минуту 0,5 и бежала 800 метров, пробежала за 2 минуты 41 секунду. Лиза и Аня – лучшие подруги. И на занятия легкой атлетикой ходят вместе, и первые места завоевывают одновременно. Я в основном прыгала. Это прыжок в длину, в высоту и тройной прыжок. Я изначально тренировалась на прыжок в высоту и вот по нему заняла первое место. Не успели спортсмены вернуться с первенства республики, как уже сегодня отправляются в Хабаровск на первенство Дальнего Востока. Остается только пожелать удачи юным спортсменам и чтобы их имена попали в победный список. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.